То есть ей там взять нечего. Личность – это то, что считает себя отдельным и что-то себе присваивает. Личное что-то. Что у тебя личное? У тебя личного ничего нету. Даже мысли не твои. Вот ты говоришь, мысли там приходят, я говорю, а это твои мысли? Ну, кого меня? Ну, вот мысли, вот человек говорит, мысли там у меня, это не мои мысли, там что-нибудь подумал, это не мои мысли. Вот как он определил, что это не мои мысли, а чьи-то? Вот здесь такие есть вот фразы. Не мои, это чьи? Соседа? Могут быть и соседа. Забежали с другой головы, с этой головы в другую прибежали, да? Но, кстати, все же говорят про это, как это... общее сознательное поле, когда все там в одном русле. Каша, ты имеешь в виду? Ну да, что-то там такое. Если бы это было твое, ты бы сейчас мне рассказала, как ты думаешь, как ты говоришь, как ты думаешь. А зачем мне рассказывать, если я так тебе говорю? Нет, ты бы сейчас раз мне и показала, как бы это делается. Вот прям как механизм, да. Но само делается. Ну да, само. Там нет тебя, который делает. Причем это во всем так. Это не только в мыслях или в словах, во всем. Но мы говорим об этом не чтобы просто так потрещать, а это знание в жизнь внести. И попробовать с этим осмелиться жить, с этими мыслями. Потому что обычно человек почитает, так поразмышляет, ну ладно, интересно, пошел дальше. И все, а в обычной жизни все то же самое. Я, мое, и пошло-поехало. Вот. Я, мое, это плохо? Вот смотри, почему у тебя загвоздка с плохо? Что у тебя? Потому что... Что за загвоздка с плохо? Какая-то прям плохо. Смотри, ты говоришь, жизни я, моё. Смотри, ты говоришь плохо, ты говоришь, это плохо, то есть ты чего-то испугалась, что что-то здесь не так. Почему плохо? Почему такой контекст существует? Плохо. Нет, почему плохо? Это, опять же, это всего лишь облечённое в слова название, да, которое как бы хорошо, плохо. То есть мы говорим, условно говоря, я могу говорить, да, что практиковать вот эту технику, смотреть эго, это хорошо, а не практиковать ее, это плохо. Это всего лишь название. Почему не практиковать? Нет, мы не говорим, что хорошо или плохо, и практиковать или не практиковать. Нет. Как бы, что значит хорошо или плохо? Когда ты приходишь, и тебе это нужно, если тебе это нужно, мы говорим об этом. Если тебе это не нужно, просто не нужно. Это не что-то там плохо или хорошо. Когда у человека в жизни все прекрасно, он к этому не приходит, как правило. То есть его все устраивает. Ну, к поиску какому-то. То есть он там живет, зарабатывает деньги, что-то делает, ну, как бы живет, да, как он думает. К таким вещам приходит человек уже немножечко так поискавший в жизни и понявший, что что-то не то немножечко во всем том, что меня окружает, да, что что-то не так, что-то есть другое. Когда у него просто, естественно, возникает естественное желание пойти глубже в исследование, да, всех смыслов, поиск. Духовный поиск, об этом говорят здесь, да, духовный поиск. Вот. Это не то, что там хорошо или плохо, просто такое случается. С кем-то это случается на какой-то момент времени, с кем-то на какой-то момент времени не случается. Возможно, на другой момент времени случается. Хорошо или плохо, это уж как хочешь, так и смотришь. Почему действительно не случается у кого-то? Да не почему, Лиз. Если в самом таком глубоком смысле не почему. Просто так происходит. Если мы сейчас говорим, хотим нырнуть в ограниченное, то здесь можно порассуждать. Почему не происходит? Потому что у человека все прекрасно. Да, это все прекрасно. Да, у него все прекрасно. Наслаждается жизнью, да, он не задумывается. А у кого-то раз что-то там... Да, у кого-то что-то шарахнуло, он такой, начинает задумываться. Да. Но очень часто происходит именно так, когда у человека что-то шарахает. Да, когда у человека что-то в жизни происходит, что заставляет его
задуматься. Вот. Обычно, когда все хорошо, да, человек не это. Ну, что думать? Все прекрасно, зачем? Есть что поесть, есть где отдохнуть. Все есть, да. А когда происходят какие-то лишения, человек начинает задавать вопрос, а почему это так? Почему-то у меня так, а у другого вот все хорошо. И начинается уже дальнейший какой-то, раскручивается поиск. Что в жизни? Что я с жизни сделала не так? За что меня так наказали, да? Вот. Обычно так и происходит. Редко кто из такого, состояния там удовлетворенности идет искать, задумываться вообще о каких-то там смыслах жизни вообще, что я тут делаю, кто я такой, редко. Правила есть и есть. Я наслаждаюсь жизнью. А по факту просто так происходит, и все. Просто такой путь у каждой формы свой путь. И вопрос почему, это вот даже если мы сейчас, вот даже посмотрелись очень глубоко, почему, на него вообще ответа нет, вот реально. На вопрос почему мы вот сказали, да, версию какую-то, и тут же можно еще один вопрос задать, а почему? Еще что-нибудь ответил, и еще раз можно задать вопрос, а почему? Почему получается автоматом? Ты понимаешь, почему этих бесконечно? И ты в итоге придешь к Богу. Вот ты, если начнешь такую практику делать, а почему? Ну потому что, а это почему? Ну потому что, а это. И ты уйдешь в бесконечность, ты придешь на самом деле вот к этому пределу, где у тебя просто ум обрушивается, понимает, что нет смысла искать ответы на вопросы, их нет. Каждый ответ будет просто игра с пустотой. И тогда он начинает сам себя ходить. Не вовне искать, почему там, как мне исправить, что изменить. Начинает уже немножко по-другому. То есть пока он думает, что найдет какой-то ответ, он ищет. Ему там ответ, здесь ответ, тут. Но надо же дальше еще задать, а почему? То есть он же удовлетворяется какой-то ограниченностью, да? Я никогда не удовлетворяюсь. Вот. Почему? И такое все. Ну, блин, еще задай вопрос, почему это? А это почему? А это? Вот И до самого конца, вот чтобы он просто уже потерял свою эту батарейка села. Ну да. И вот когда у него батарейка сядет, все, Садится. уже садится. Тогда все, он перестает искать, он воспринимает. Да, тогда уже поиск становится. Все, тогда его нет. Просто того, кто искал, его нет. Он просто все, сдулся. Тогда все просто происходит. Долго. Ну, долго, потому что механизм этот взращивался не то что годами. Эго наращивалось, какими он, не знаю, десятилетиями, там массой жизни наращивалось эго. Вот это вот уплотнение образа я.